Самый близкий народ для кыргызов — это южные алтайцы. История Кыргызстана, она очень интересная. А то меня сейчас уже все кыргызы записали. Вау! Вау! Лайфхак. Фактически сарт — это социальное положение, то есть это горожанин. Зачем делиться вообще? Мы все классные, что кыргызы, что казахи. Ариец, расовая гордость. У вас там мифы, легенды, санжира. С Будюровым Биртуган. Вау. Все сарты, Балконский, получается? Типа, Казахырыз Биртуган. у кыргызов есть очень важное сочинение, которое надо переводить. Оно называется «Маджмуат Таварих». Это Мгм. очень-очень важно, потому что оно показывает вообще картину глазами кыргызов. То есть это картина истории Моголистана глазами кыргызов. С Мгм. какого языка это надо С переводить? персидского. С персидского. У вас был перевод с персидского на кыргызский, а потом с кыргызского на русский. Но на самом деле есть еще рукопись санкт-петербургская, которая шире. Потому что нужно критический М. текст сделать, и надо сразу переводить. Мгм. И комментарий писать, потому что это уникальное сочинение, которое очень важно для вашей истории. Его все знают уже сколько лет. И даже Петров, был такой Петров историк, он, в принципе, писал в 60-м году или 62-й год, и вот через несколько лет мы переведем это сочинение. А потом он еще долгое время прожил. Я потом, почему он не перевел, спрашиваю. Потом у одного нашего очень, как бы известного историка спросил, а почему Петров не перевел это сочинение? Говорит, переводить должна была его жена, а он развелся. Женщины! Офи- Женщины! Ну, смотрите, погодите, это что И означает? фактически, да, из-за этого развода пострадала историческая наука Ценный кыргызов. источник, А да, можно который было описывает после важно. развестись? Вот был такой золоторынский хан Каранагай. Мгм. Он упоминался только в одном источнике, у Чингис-Наме. В Маджмут Таврих он тоже упоминается. То есть вот и его хорошая история. Его сын связан с Манасом. Супер То есть интересно. там Ага. очень много таких моментов. То есть про Манаса очень много информации, раз. Потом еще вот это про Ангатура. Это тоже недооцененный герой кыргызской истории. Мгм. То есть он, получается, в его улус ходили кыргызы. То есть он руководил этим улусом, и, скорее всего, его потомки живут среди современных кыргызов. Мгм. Одно-два племени. И это его потомки. Мгм. То есть он недооценен, он не изучен, он не показан у вас. То есть и самое главное, эта картина, это источник, который показывает, говорю, историю Моголистана другими глазами. Потому что раньше мы все ориентировались на Тарихи Рашиди. Тарихи Рашиди — это история Моголистана, написанная глазами дуглатов. Было такое племя. Мгм. Мгм. Маджмут Таврих — это история, написана глазами аркинутов и кыргызов. М. То есть, если мы возьмем, вот даже вот в чем отличие. Что говорят Тарихи Рашиди? Дуглаты — хорошие мусульмане, кыргызы — плохие мусульмане. Мгм. Что говорит Маджмут Таварих? Кыргызы — хорошие мусульмане, дуглаты — язычники. То есть это обвинение в неверии. Хотя, я думаю, и те были мусульманами, но просто Панчи. эти Да. эти гадкие, все там друг друга полили, как говорится, грязью. По сути, ну это чем хорошо, потому что вы сталкиваете две... Есть две стороны, Да, 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 да. да. Как очная ставка. И Мгм. после этого вы сразу понимаете, где лежит истина. Мгм. Мгм. Она посередине где-то в этом случае. А там что об эпосе у нас говорится? Там о самом Манасе говорится. Что они говорят? Его жизнь описывается. Да. Да. Полностью его жизнь. Интересно. У нас вот просто есть разные же трактовки монасчи, Да. там в переводе Да. с Рузбакова, в Да-да. переводе. А вот если говорить про ту 16 Фактически это первое сочинение, где Манас фиксируется письменно. Точно, есть- точно. А мы То есть изучаем в потом школе его по-другому уже же. Да. в 19 веке записали, а тут, Да. считайте, вот в 16 веке уже про него все записано. Мгм. Ну, это Причем- больше биография даже, это не эпос. Да, причем, что иногда даже бывает и такое, что говорят, что там его не существовало, это как типа, Собирательный образ, может, да, какой-то, да, да, то есть был, возможно, человек, и из него сделали там Манас, Нет, и он существовал. Более того, я скажу, что есть такая информация, вот есть такой автор, к сожалению, он умер, это ногайский исследователь Сикалиев. Он писал, у него есть где-то в архивах эпос Манас, ногайский вариант. То есть, Ух ты. как там, короче, храбрый монаш, живущий на Иртыше. Вот так. Мгм. Там Иртыш Бойлык, Эр-монаш, вот так он записан. То есть, если бы это еще вытащить, то вообще будет очень интересно, потому что фактически там он назван, как бы очень сильно... То есть, эта информация тоже как бы один из вариантов монаса, который сохранился у нагайцев. Мгм. Мгм. Это очень интересно. Интерпретация, которая осталась там, да, условно. Да. Но у нас же до сих пор как бы нету определенной версии, что вот Манас тогда-то жил или тогда-то. Ему говорят, 2000 лет, когда мы праздновали эпосу Манас, в 90-х годах. Праздновали. 1000-летие, прошу прощения, в 95-м году, да, 1000-летие. Это, грубо говоря, 1900 как Ну, раз таки... это как раз просто национальная идеология. Мгм. Под этим 1000 лет нет никакого научного обоснования. Мгм. Скорее всего, монах жил вот как раз вот когда Маджмут Таварих от него писала. То есть фактически 600 лет назад. А как объясняет, вот смотрите, Манас это же феномен.
Да. Человек не Мгм. знал историю Манаса и начинает с детства вещать. Как история может пояснить такие феномены, как вот эпос Ну, Манас? это специализация человека, это его профессия была, он этим зарабатывал, жил. То То есть есть на это уровне ДНК, получается, нет, не на переносит. уровне ДНК. А как? То есть представьте, вот вы ребенок, и вот Мгм. приезжает в ваш аул какой-то монаши, который там рассказывает увлеченно, и вы с жадными глазами вот все это впитываете в себя. И потом Мгм. вы, когда вырастаете, вы думаете, а пойду я к нему учеником. И потом, потому что для вас это является такой ролевой моделью. В кочевом обществе, на самом деле, ролевая модель, она очень узкий Мгм. выбор Да. ролевой модели. Но некоторые сами монастыри верят же, что это что-то такое некое необъяснимое ни природой, ни религией, а вот именно что-то где-то магическое. Аян, да? Да, то, что то приходит аяна, и ты это чувствуешь, и ты уходишь в какую-то нирвану, условно там медитацию, где спускаются все эти слова, эти моменты, и некоторые монастыри говорят, что они когда закрывают глаза и, ну, как бы рассказывают, Транс поют, они заходит. заходят в транс и видят вот эту картину, и они прям говорят, что вот Манас Атака мне там спустился, и это все показал, рассказал. Вот такие моменты, ты задаешься вопросом: окей, где тут история, где тут наука, где тут то, что уже вымышленно, выдумано? В советское время, оказывается, монастыри на две категории делили. Первая категория их назвали джомокчу, это те, которые наизусть Как объяснить? изучали Ага. эпос. А, То есть, по сути, это вот как бы у человека была память, и он... А второй, я не помню, как их назвали, ну, нукура, да, назовем мгм, монастырь. Это те, которые вот именно уже необъяснимо, просто... И таких вот трушных монастырей было в советский период только 2 или 3. Все остальные это были джомокчу. мгм, То есть, соответственно, присутствует какой-то компонент среди людей, среди монастырей, которые там в юном возрасте просто необъяснимо, там не научившись говорить, вдруг начинает резко целый эпос без остановки вещать. И мгм, наука как бы не может это объяснить. И это так интересно, что с одной стороны мы опираемся на эпос Манас, пытаясь его исторически объяснить, мгм, а с другой стороны там присутствует что-то духовное, да, мгм. что-то вне материальности, да, на тонком каком-то уровне. И вот когда это две вещи так сходятся, ты начинаешь думать, гадать, окей, значит, еще версия в 16 веке, потому что версия одного Не в монастыря... 16-м, Не, а 16 Ой, еще ну, ориентироваться, пораньше. есть произведение, записано там в 16 веке о эпосе Манас, О Манасе. о Манасе. И есть один, оказывается, монастырь еще раз, видишь, о о монасе, не Манасе. о Не, эпосе. Вот Это не об не эпосе, эпос, да, это его Ага. жизнь. о Это его его жизни. жизнь, да. Один там монастырь говорит, что Манас был 7-м потомком или 10-м потомком Аттилы. Оказывается, у одного чувака есть такая версия. А кто... Что такое? Ребята, вы тут сами пообщайтесь, я пошел. А есть версия, у которой вы сейчас говорите, о жизни прям Манаса. А он там описывается как персонаж, который в Моголистане был или где? Фактически, ну да, он там имеет определенное свое войско, он борется против целого ряда врагов. То Мгм, есть эти имена сохранились-то и в эпосе частично. То мгм, есть все имена его друзей и врагов, они в эпосе тоже есть. мгм, Просто эпос он это дает в своей форме, мгм, а вот там сказано немножко по-другому. То есть, например, там Джолой, Камарадин, то есть как бы это враги его там. мгм, Я не знаю, кажется, Камарадина нету в эпосе как врага. Но вот тут он враг, как говорится. А Камаридин — это вот реально исторический персонаж, который там жил вот как раз в Моголистане во времена Ангатура. То есть и у Манаса там друг Караходжа. Вот как раз это... Знаете, кто это, да? Не знаете? Ходжа — это которые мусульманские проповедники, да? Караходжа — это на самом деле казах из рода Аргын. Ну как, М, это золотарынский мгм. воин, который отвечал там за границу Моголистана и Золотой Орды, и он был из рода Аргын, и предок современных казахов. То Окей. есть там очень много, людей, которые имеют соотношение к казахам. Они являются предками тех или иных наших родов. Супер. То есть мгм. там можно найти информацию в целом не только о Да. Крызе, но еще и о казахах. Вот мой коллега, один из молодых, историков, Мгм. Адильбек Каратаев, он вообще нашел там очень много людей, которые являются предками для целого ряда родов. То есть я сам не ожидал, что там такое можно найти. Но если возвратиться к вашему профилю, вы же по ДНК все изучаете. Да, И вот у кыргызов основная доминирующая группа — это R1A1, да. правильно? Она считается арийской, Это в кавычках. в То есть, кавычках. кто его называет арийской, это я не люблю вот это название, потому что у нас в чем? То есть любой профессионал, он всегда знает предел своей компетенции. И Мгм, он старается говорить очень осторожно, чтобы, не дай бог, его не так поняли. Да. мгм. А есть молодые неофиты, которые решили, что вот они вот что-то узнали, и все, сейчас я всем расскажу, Погнали. как вот написано в Википедии, как Ага. говорится. И они начинают такое выстраивать там. Мгм. Ну, если помните, про R1 альфа такое выражение было, помните, нет? Да-да-да, сейчас Ну вот, припоминаю. зима не будет. Да-да-да. Люди Ой, наслушались одного это человека, легенда то есть же. там один человек Надо его позвать. он R1 прочитал как R1 альфа, и им и рассказал. А они еще больше там сверху додумали, и вот получилось то, что получилось. Мгм, Поэтому очень много таких людей, либо вот там куча вот таких есть фейковых исследований. Например, есть исследователь Клесов, который пишет о том, что, ну, сам придумал,
что, ну, есть действительно источник, который говорит о том, что некий русский бежал к кыргызам и там был кем-то, Да, и начальником, да. славянин какой-то там Да. был в И отряде. вот по Клёсову, что все кыргызы потомки некого славянина, который в 8 веке бежал к кыргызам и стал вот предком их. Мгм. Это абсолютно не так. То есть Мгм. генетически это не так, потому что мы знаем их субклады и понимаем, что то, что он посчитал, это ошибка подсчетов. Мгм. То есть он получил искаженный возраст, как Мгм. говорится. И кыргызы у них такая вот R1 это где-то до около 45-50% современных кыргызов. А что нам говорит об этом, вот именно эта группа? Есть две подгруппы R1. Одна связана с такими большими родами, как Адыгине, Тагай, Сару. Ну, там еще, может, какие-то есть, но я не буду говорить только те, которые хорошо изучены. Которые мало изучены, их буду лучше пропускать, чтобы не ввести никого в заблуждение. А вторая группа R1 это уже как-то всего там поменьше, там 5-10%. То есть первая это 40%, 45%, вторая 5-10% это ичкилики. Мгм. То есть кисейки там и другие рода, которые рядом с ними находятся, они вот тоже являются R1, только другая группа. Мгм. Тут надо сказать, что вот эти две группы, они еще есть у у алтайцев. То есть это То есть южные алтайцы, Мгм. фактически можно назвать и алтайские крызы, Да. по сути. Вот это там вот реально генетически у них и то есть. Один из российских прославленных историков всегда приезжал сюда, в Кыргызстан, он алтаец, он всегда говорил, что я вот с вами родственник. Мы взяли ДНК, он действительно совпал вот с 50% современных Вау. А кыргызов, какая да? фамилия у него? Бронтой Будюров. С Будюровым Бертуган. Да, то есть он действительно вот родственник. Вот ездил сюда по зову Еще один сердца, батюшка. и генетически подтверждается, что вот он родственник тут половине кыргызов. А он То есть выглядит чисто как славянин. нет, он Он южный алтаец. южный Южный алтаец, алтаец. окей. Ну, Вот, кстати, славянин с имена. именем Бронтой и фамилией Будюров, это как бы... Да, да. Мне просто вот очень сильно, да, на территории Алтая, республики там Саха, из-за того, что они берут русские фамилии, имена, Мгм. иногда ты смотришь, ну это же кыргыз, это Степа. Степа Да. Ерошин. Ты смотришь, это же кыргыз стоит перед тобой. То есть они очень сильно как-то ушли под свои исконные имена, как будто меньше Ну употребляют. ладно, окей, Алтай, окей, Алексей. Допустим, у кыргызов, которые живут в Америке, есть своя теория, что все, ну вот, в резервациях, которые живут, Native, да, эти Native индейцы, Americans, американцы. индийцы, что это тоже кыргызы, и мы по внешности похожи. И если изучить их там генетический код, мы там тоже Давайте так, смотрите, похожи. у американских индейцев было две волны миграции. Окей. Первая волна миграции – это большая часть американских индейцев, это группа Q, Мгм. которая, ну, вышла из Сибири, действительно. Мгм. Они прошли Берингов пролив Мгм. и почти всю до Аргентины заселили. Да. Была вторая волна миграции, которая была меньше. Это, то есть, если первые это почти все, ацтеки, майя, муиски, Мгм. там, патагонцы, все, короче. Вторая группа – это маленькая группа, она называется надены. Надены, из них там, условно говоря, как бы, два известных народа – это апачи и навахо. Ну, может, слышали, Окей. да, про Ага. них. Да-да-да. И вот у них другая генетика, они все-таки похожи, ну, это вторая волна, которая вышла позже. Мгм. Ага. У них группа С, мутация P39. И самое интересное, конечно, что им очень близки как раз вот разные тюркские народы в определенной степени. И, наверное, 25% кыргызов по прямой мужской линии с ними будет совпадать. Мгм. Но это не близкое Да, родство. окей, Не да, близкое да, да, родство. да. Это То где-то в есть это списке около 10 12. тысяч лет назад. То О, есть есть вот, окей. смотрите, самое прикольное, вот у нас Да. человек тестировался, относящийся к группе, и там, вот где ты тестируешься, есть личный кабинет, ты можешь посмотреть своих знаменитых родственников. Мгм. Еще палео ДНК, с которым совпадаешь. И самый первый знаменитый родственник у него вышел, это вождь Понтиак. Ну, американский Ага, индеец. да-да-да. Но там написано возраст 10 тысяч лет А. назад. То есть понятно, что это они вышли с Азии, что они какие-то родственники, Мгм. но это не совсем Да, близкие да-да-да. родственники. Окей. Но есть место быть такой теории тоже Но где-то. вот она генетически показывает, что да, эти связи есть. Вот смотрите, мы с Эриком тоже вне камеры разговаривали. Говорю, интересно, сколько к вам приходят со своими ДНК-тестами? Говорит, расшифруй. Ну, Бывает по-разному. такое? Ну, вот вчера я, наверное, за один день человек 40-50 поговорил. Надо было сдать тест. Слушайте, у меня есть тест, у меня есть брат-двойняшка, он Мгм. сдал тест на Где? ДНК в Германии. В какой лаборатории? Получается, лаборатория называется, сейчас вам скажу, one sec. ISEC, да? Нет, она называется myheritage.d, то есть это такой сайт. Давайте вы мне потом покажете результаты, и я, в принципе, скажу, что это. Да, вот есть результаты, ты просто сканинг центральный взят, правда, здесь на немецком, но Мгм. и направо там проценты, 40 с чем-то Это процентов. аутосомный тест. Он Аутосом. показывает проценты, чего у вас есть. Но это, по сути, мне кажется, он мало
как бы Жаксот, Не это, дает мало деталей. информативен. это попсовое, да? Какой нужно сдать тест, Дайте чтобы мне прям факт. прийти Я и могу сказать? ссылку скинуть вам, как заказать тест. В Америке закажете, там у вас будет личный кабинет, все увидите. В принципе, это компания Family Trade Day, то есть Мгм. это лидер, там самое большое количество протестированных. Мгм. И на самом деле вот там вы лучше сдайте тест, прямую Слюну мышную линию. отправить, да, нужно будет просто? Да-да-да. В прошлом году нашему СОМу исполнилось 30 лет. Мы одни из первых в СНГ ввели свою валюту. Над созданием национальной валюты работали специальные комиссии – историческая, лингвистическая и художественная. Историки давали рекомендации по персонажам на купюрах, лингвисты – по языку, а художники должны были создать образ. К примеру, вместо Касыма Тыныстанова на 10 сомах обсуждалось изображение актера Мурата Рыскулова. Все наши купюры имеют горизонтальный дизайн, кроме 2000 сомов. Кстати, ее дизайн стал победителем конкурса среди Европы и стран СНГ. Сом изготовлен из стопроцентного хлопка и выдерживает почти 5000 сгибов. Однако сейчас все больше людей отказываются от наличных, предпочитая пользоваться картами. Одной из таких карт является дебетовая карта Black от Т-банка, которая позволяет совершать переводы из России в Кыргызстан без комиссии. Чтобы ее оформить, не обязательно иметь российское гражданство или регистрацию. Просто оставьте заявку по ссылке в описании, и карту вам бесплатно привезут куда удобно по России. У карты несколько важных преимуществ. Если вы оформите такую карту по ссылке в описании, то сможете переводить до 100 тысяч рублей без комиссии в Кыргызстан просто по номеру телефона. В приложении вы сразу увидите, сколько денег придет получателю в национальной валюте без скрытых комиссий. Получатель сможет сразу воспользоваться деньгами без похода в банк. Вы сможете пользоваться банком на удобном вам языке. Приложение банка, банкоматы и служба поддержки Т-банка работают на кыргызском и других языках. А еще в приложении доступен сервис поддержки для иностранцев. Например, в чате можно получить консультацию по поиску работы или оформлению документов. Переходите по ссылке в описании, оформляйте дебетовую карту Black от Т-банка и пользуйтесь всеми ее преимуществами. Окей. Жасыл, а вот ваш тест, он, ну вот если не секрет, если вы можете поделиться. Что у Да. вас Да. ДНК? Ой, у меня тоже КП-группа Аэродина, только не кыргызская сразу. А то меня сейчас уже все кыргызы записали в русские, там Ну, шотландцы, на самом деле евреи, уже Welcome, автоматически. welcome. Добро пожаловать домой. да? да, ариец, расовая гордость, как говорится, ну, и Мы условно все говоря. биртуганы, арийцы. Да. У меня, скорее всего, она имеет территорию происхождения с территории Узбекистана. То есть, условно говоря, мой предок интегрировался в состав аргынов и тагаев около 16 века. То есть я исследовал весь свой подрод, и Мгм. где-то вот на 16 век входит, когда вот произошло это. То есть у меня большое племя аргын, но у аргынов другая КП-группа. У меня она в 16 веке встроилась в этих аргынов, Мгм. в Крыме, условно говоря. И вот с тех времен мы там живем среди аргынов. Но если у вас R1A, то есть получается, как-то вы связаны же по-любому с общими нашими предками? Ну, да, но это не Всё, близкое вы родство. кыргыз, оказывается. Я вас Всё, приглашаю на Жаксылык. Тойкс. Да, приезжайте, вы так и Генетический знали. брат, да. На генетическом уровне мы братья. У нас, да, у нас даже вот случай был, один из известных казахских художников сдал такой тест, и когда он в Америке ходил без денег, без работы, тест у него показывал ближневосточное происхождение. Он Окей. пришел к евреям, показал: я ваш родственник, купите мои картины. И после этого, как говорится, его картины купили. Вау! Лайфхак. Вау. А вот еще одно такой вопрос, очень простой. Кыргыз, казах, биртуган, да, мы Мгм. все говорим. А вот генетически насколько биртуган он выходит? Ну, смотрите, это, конечно, такой, мне кажется, тойский лозунг в Мгм. определенной степени. То есть, если говорить по генетике, по лингвистике, самый близкий народ для кыргызов – это южные алтайцы. Мгм. То есть вот они действительно вот совсем уж плоть от плоти, как говорится. И там и Мгм. предания есть, язык очень похож. Единственное, там, может быть, мусульманских моментов меньше. Мгм. А все остальное очень-очень близко. И генетика, и лингвистика, и все остальное. Казахи будут уже, наверное, на втором месте. Мгм. Ну и тут надо говорить о том, что на самом деле еще проблема есть в чем. У нас хорошо изучены казахи, у нас хорошо изучены тюркские народы и России, например. Кыргызы вот частично хорошо изучены, узбеки не изучены. Не изучены туркмены, не изучены уйгуры нормально, не изучены там другие этнические. Да. Да. То есть, соответственно, пока у нас не будет вся Центральная Азия нормально изучена, мы будем немножко иметь искаженную картину. Мгм. В этой картине, в Неполноценным. искаженной, казахи на втором месте. То есть, ну, как бы вот так выходит. Может быть, там какие-то узбекские части, может быть, ближе будут. Мгм. Черт его знает, мы еще не знаем, как это выйдет.
Ну, ты явный представитель, да, вот кыргызско-казахской дружбы. Нет, да, ну просто в моем случае, я, конечно, сейчас не углубляюсь во все вот в такое очень историческое, научное. Я всегда, наверное, была все время своя и вроде не своя. То есть я когда приезжала в Казахстан, мне говорили, вот кыргызы приехали. Когда я приезжала, ну, была у своих кыргызских родственников, говорила, вот казахи приехали. Да-да-да. И вот я всегда как бы чужой среди своих и Типа свой too среди white for чужих. the black Да, kids. да, хотя по идее, да, ну как бы мы страны, которые соседствуют, мы народы, у которых очень похожи и в плане менталитета, и там и по традициям, да, небольшое отличие. Ну, бешформат, камон, да, там различие только в одной букве, наверное. Вот, поэтому, Хилинские все движения же да, да, похожи ну же, то есть да? все в принципе довольно-таки похоже. И у меня у самой такой прям, ну, личный такой вопрос к вам, Жаксылык. Я смотрела несколько ваших интервью, и у меня было такое, мы с тобой обсуждали этот момент, я, наверное, все-таки задам. Зачастую бывает такое, что как будто бы в каких-то моментах, и будь это в научных, казахи как будто бы немножко чуть недооценивают кыргызов. И вот в вашем интервью тоже были такие моменты, типа, ну, у кыргызов есть несколько там теорий, окей, 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 но тем не менее где-то такая нотка чувствуется. Откуда эта нота? Нет, мне кажется, это Панч. немножко не так. То есть Окей. я как бы адекватно всех оцениваю, просто как бы, может, я там не так выразился, не то. Не-не, там даже не про выражение. Мне кажется, это не только с Жаксылыком связано. Это либо, может, мы себя так чувствуем, потому что мы территориально, может, чуть Ну вот меньше. исторически просто, да, например, Да, да. все говорят, вот мы там в X веке, да, кто-то говорит, мы там в Сымятяне во II веке до нашей эры упоминается этноним кыргыз. Мгм. Очень древний там. Потом говорят, что вот Казахстан как нация зарождается сначала в 13 веке, Мгм. потом к 15 веку появился термин казах, Мгм. и вот нация сложилась как таковая. Но получается, у нас же предки общие, правильно же? Да. То есть это же единое Или как бы нет? идет? У Или это нас разные предки? очень много схожих моментов. Мгм. Единственное, мне кажется, в чем отличие казахов и кыргызов, это в наличии енисейского компонента. Мгм. То есть О, у окей. кыргызов он такой В хороший, приоритете, да? большой, условно говоря, у казахов его нету. Мгм. То есть у кыргызов, вот чисто моя точка зрения, Мгм. я вот не знаю насчет карукской и агузской части, но вот я считаю, что, в принципе, у кыргызов три больших компонента, которые сформировали их этногенез. Это первый, самый большой, это енисейский Мгм. компонент, ну, как минимум, там половину точно занимает. Потом еще два компонента есть, алтайско-кипчакский и могульский. Мгм. То есть это еще два компонента, которые остальную часть Поздние, более формируют. поздние. Ну, то есть, да, это примерно вот в XIV веке в составе Моголистана вот эти все компоненты замешались, и получилась вот, как Да. говорится, новая этническая группа. И, соответственно, вот в чем замес, условно говоря. У казахов енисейского такого компонента нету. А где они, куда вот, как объясняется родословная казахского этногенеза, ну, первоначальная часть, вот до 13 века? Там у вас же тоже скифы, саки, усунь, у нас тоже в учебниках эти люди. Это значит, что у нас в итоге как? Ну вот смотрите, вот когда мы говорим про скифов, саков, вообще наши учебники-то, они полны старых советских мифов. Вот у нас как бы всегда историки, они должны, с одной стороны, постараться отказаться от стереотипных устаревших мнений, с другой стороны, не впасть в full history и в боление за своих. Мгм. То есть и пройти вот этому по узкому коридору, условно говоря. И здесь, получается, вот есть действительно советские мифы, которые на самом деле неправильные. Это миф, например, о саках и скифах. Мгм. То есть в советское время считалось, что вот от Тувы до Дуная был такой большой скифо-сакский мир. Единая Да, цивилизация, да. якобы. Да, вот там они все звериный стиль что-то делали и все. Но это то же самое, что говорить, вот существовала там от Кореи до Англии цивилизация самсунгов. Ну, например, если там Мгм. откопают через Да, 2000 лет нас, у всех самсунги, значит, все они одной этнической группы, Мгм. как говорится. То есть материальная культура, она как бы еще не является доказательством того, что как бы то, что это все единая группа. Были проведены как бы, ну, исторические исследования и генетические. Вот исторически, если взять, кого саками и скифами называли источники? Геродот четко их называет там 3 группы. Мгм. И никакая из них Не. сильно не занимает территорию Казахстана. Мгм. То есть это Парадарай — это, скорее всего, Украина, Хаумаварга — это, скорее всего, Таджикистан, Мгм. Тигр-Хауда — это вот Узбекистан, наверное, Кыргызстан и чуть-чуть Казахстана, Семиречье, например. То есть вот 3 группы. Мгм. Где в Туве Геродот писал про саков и скифов? Ну да. Просто в советское время додумали. Вот там саки и скифы, все. Это вот историческая часть. И Так. при этом это сейчас доказывают российские ученые Шнильман и Ланьков. Они вот показывают, покажите, где у Геродота написано, что это саки или скифы. Мгм. Там же уже другие народы, там Исидоны, Аримаспы, Аргипеи, Грифоны, стерегущие золото. Мы не знаем, кто эти народы, но это точно Гиперборея, не... да, там? Да, это точно не саки и не скифы.
А что в итоге, по-вашему, на данный момент, если мы Геродоту скажем, чувак, ты больше основывался на уже какой-то мифологии там с дальней, да, а вот по факту сегодняшняя наука что говорит Ну тогда? вот смотрите, да, я бы сказал, что наоборот, Геродот был больше прав, он тогда Окей. знал. А вот те, кто уже додумали в 20 веке за него, они уже как бы там накрутили все. Мгм. Генетика что показывает? Генетика показывает, что эти группы, так называемые сако-скифского мира, они были разные и абсолютно отличались. Западные, они были предками там, для части славян, там, еще для кого-то там. А вот именно восточные, самое интересное как раз и для вас, и для нас, те, которые проживали в Восточный Казахстан, Центральный Казахстан, ну, Алтай фактически, это были предками для казахов, кыргызов и тюркских народов Сибири. Ух То ты. есть плюс часть татар даже туда входит. Их как-то классифицируют сейчас? А, Именно этих вот... Ну вот, смотрите, вот это исследование 2017 года. Мгм. Там это было по аутосомным маркерам. Мгм. Если мы возьмем древнее ДНК, мы видим примерно схожесть вот как раз-таки. Скорее всего, была одна культура, ну, условно говоря, вот это Мгм. Синташта Аркаим известная. То есть там доминировали азиатские ветки эрогенага по группы Z93, и потом она начала распадаться. Мгм. И часть ушла в Минусинскую котловину, Мгм. а другая часть ушла на Алтай и Центральный Казахстан. Мгм. Вот Алтай и Центральный Казахстан, она не является предкой для кыргызов, но она является родственной. Мгм. И получается, генетически это видно. Все эти захоронения, пятый золотой человек, то есть он Мгм. вам Мгм. какой-то там родственник. То есть Да. не прямой предок, но родственник. Там еще какие-то люди, там Берельский человек, Елики Сазы, там очень много чего. Это какие века, примерно, 3 век, да, Это до нашей эры? то есть, ну, это с 10 по там, 3 век до Да. нашей эры. То есть ранний железный век, условно говоря. Вот, это ваши родственники, но их не потомки, то есть больше среди казахов живут там. А вот ваша ветка ушла, ну, точнее, как ваша, ну, половина вот этой. Мгм. Енисейская ветка, она ушла сначала в котловину, Мгм. там оставила следы, то есть там Мгм. одно из захоронений каких-то вождей в Туве, Мгм. могиле Каржан-2, ну, там явно предок кыргызов. Кыргызов, да? Мгм. Да, половина кыргызов, Да. ну, 40% Ну вот кыргызов. в ходе изучения всего этого какие-нибудь есть у вас 5 там интересных факторов о генетике кыргызов, там, ну, какие-то, Самые да, находки интересные, находки какие у вас интересные, инсайты? кейсы? Ну, на самом деле, знаете, моя специализация заключается в том, что я во многом популярно рассказываю какие-то биологические статьи. То есть, если Мгм. биолог напишет, еще и на английском языке, ну, никто не поймет. Честно сказать, я говорю, вот в Казахстане, наверное, ну, человек 20 понимает, что если вот выйдет такая статья, Мгм. и 20 человек поймет, о чем там. Мгм. Во-первых, это на английском написано, а во-вторых, Да, биологическим да, языком. Мгм. Непонятно ничего. да. То есть, а в Кыргызстане, наверное, чуть-чуть меньше будет людей, которые будут понимать такие Мгм. статьи. Ну, тоже, конечно, будут. И, соответственно, это проблемно. И вот я как раз-таки, у меня такая специализация фактически, я биологам говорю то, что историки говорят, перевожу на Мгм. биологический язык, Мгм. а биологический результат рассказываю историкам. Мгм. Говорю, вот что они получили. Мгм. Междисциплинами так Да, по-любому, да, человек? мостиком таким работаю, Да. условно говоря. И получается вот такая ситуация у нас. Поэтому, когда я что-то рассказываю, вот, например, это 17-й год, это исследование немцев и Ага. Самашева. То есть это не мое исследование. Я просто его Окей. пересказываю. Мгм. Поэтому я могу рассказать это как называется, чужие результаты. Окей. Мгм. Свои Кто у меня тоже есть, но специализируется? я их тоже расскажу Ага, попозже. да. Топ-3, да, нужно? Давайте Да, топ-3, да. Да, топ-3. просто Ну, топчик топ, поделитесь. топ я уже первое это сказал, одно из таких важных вещей, что аутосомно вот это восточные саки-скифы, восточных в кавычках, Мгм. являются предками казахов, кыргызов и сибирских народов, как бы, ну, тюркских народов Сибири. Мгм. Мгм. Наверное, второй момент это то, что по палео-ДНК из Аржана, вот то, что я уже сказал, оно совпадает с 40-50% современных кыргызов. То есть это на Окей. самом деле очень-очень интересная вещь. Жалко, что енисейские кыргызы, у них была Сжигали, да? кремация, и поэтому Да. палео-ДНК там прям совсем мало осталось. Но Мгм. те люди, которые жили до енисейских кыргызов там, Мгм. в Минской котловине, они, безусловно, предки 40-50% кыргызов по прямой мужской линии. И это вот очень хорошее доказательство того, что мы есть. Ну, вот это как бы такой момент. Мгм. Потом еще, на самом деле, еще если такие брать, то верификация Санжира– это очень важный момент. Потому Мгм. что фактически, вот я сегодня говорил с людьми, они говорят, вот, мы когда что-то говорим Санжира, нас там сразу говорят, вы какой-то Архаичные старик, да, какие-то, да? архаичный, Мгм. упал в архаику, там то все. А генетика, она позволяет эту архаику проверить. То есть является ли это Совпадение ли где-то? бреднями какого-то старика, либо это Мгм. является реально историческим Родословной. знанием, которое дошло до нас. Мгм. А при этом очень важно смотреть, как бы это, анализировать эту Санжира полностью с исторической точки зрения и генетически проверять. Мгм. Мгм. Например, просто можно привести, ну, это уже как бы следующий Мгм. уже идет момент, то, что вот, например, есть Санжира кыргызов, зафиксированная в XVI веке.
Это очень вам сильно повезло. Таварих, да, по-моему, как ты назвал? Маджму от Таварих. Да. Это вам Яшмур. очень сильно. Да, в 16 веке, представляешь? Ее написали кыргызы и еще кто-то, да? Это не Да. кыргызы. Вот у вас есть некоторые кыргызы, которые болеют за своих и говорят, это кыргыз написал. А он написал на таджикском языке. Это был Сейфаддин Аксикинди. Мгм. Он был мюридом в суфийском тарикате Ишкиям. То есть это суфии, Мгм. которые... Там тоже, и там предки кыргызских родов тоже там учились. Это фактически такой Это университет. времена Могулистана, да? Да. И вот там, получается, он записал вот родословную своих там, однокурсников, условно Мгм. говоря. А, вот так это было. Да, Прикольно. фактически, да. Однокурсникам. Да, и если вы берете эту родословную и берете, сравниваете с современными санжара, получается, у кыргызов 22 поколения выпало. Просто люди просто тупо забыли. Это вот до 16 В века, да? 16 веке эти 22 поколения есть, Есть. Да. А потом исчезают. сейчас вот запомнили, да, Тагая, Бия, там, Да. Адыгене, Да. а дальше их предков там и не А что запомнили. могло произойти вот исторически, если проанализировать этот период? Что происходило? Был сложный какой-то период Не, национальный? ну представьте, вот у вас, условно говоря, там 500 лет это сколько? 600. Ну, например, 15 поколений подряд у вас это все передается в устном формате. Мгм. Всегда, понимаете, когда передается в Да. устном формате, искажения, забыть Мгм, кто-нибудь, мгм. еще что-нибудь. Вот вы сейчас молодые ходите, с стариками не общаетесь, потом старик умрет, который знает вашу санжиру, и все, а вы к кому еще обратиться? Да. Тут такие же, это жизнь. Да. Представьте, 15 поколений передачи, там что-то забывалось. Мгм. При этом всегда должны понимать, что у кочевников очень важно не все колена, а вот те колена, на которых расходишься, где Мгм. ты бартуган, условно говоря. Да, Да, чтобы да. не То было, да, потом мы Адыгене, вы кровослеяния. Тагая, мы с вами родственники, тут сходимся, все. А кто дальше был, без разницы уже, потому что это на тоях вот это будет играть. Мгм. Да. А выше не обязательно, Мгм. помните, условно говоря. Минжилдых худа, да, типа, Да, чтобы да, на да. 1000 лет мы вместе были. Не, вы сейчас это сказали, я аж такая всех своих дедушек вспомнила. Ну, условно, с кем я Ну, могу на поговорить. самом деле был такой разговор вообще в обществе. У нас говорят же, что GTA табельщик, да, 7 отцов, каждый должен мужчина знать. И получается, например, у меня инфа есть там 15 своих, да, отцов я знаю, но вопрос в том, что первая практическая сторона, мы же их запоминаем для того, чтобы знать, в чем их была хорошая сторона, и наоборот, может, какие были косяки, да, чтобы в Мгм. ответе быть за, там, за деяния. То есть это ответственность за предков, и ты, чтобы передал поколению достойное имя. Мгм. Но у нас, получается, это превращается в запоминалку больше, Да. просто чтобы знать. И вот сейчас я догнал, что ДНК как раз-таки дает смысл этому Мгм. запоминанию. То есть она позволяет потом просто сверить эти данные и сказать, реально, вот это сходится родословное, а вот здесь уже по ДНК не подходит. Мгм. Правильно же? Ну да, но с другой стороны, вот это санжира, оно на самом деле реликт вот этой традиционной культуры. Вообще, для чего санжира нужна была в то Мгм. время? Мгм. Во-первых, это отношения между разными родами. Да. Во-вторых, люди тогда жили все общинами. Мгм. То есть ты был членом какого-то рода. И от этого рода зависело твое благополучие. И ты командный игрок, ты должен в этой команде играть. Да. И, условно говоря, санжира это было вот таким, как, условно говоря, там, средневековым блокчейном. То есть все Мгм. запоминается, то есть ты как Мгм. бы фиксируешь, и принадлежность к этому роду тебе дают какие-то права. Вот эти пастбища твои, вот это скот твой, там, Мгм. вот это все. Окей. Ну, А если- Круто. авторитет, там, Айдишка да? твоя, Да, короче. а если ты это забыл, ты становишься сартом никому не нужным, Мгм. которого потом приходят другие кыргызы и начинают, как говорится... Мгм. А какой твой санжара, да, вот так? А вот с артами, да, вот, например, в научной терминологии, потому что я знаю, что сарты неприятно некоторым людям на юге, когда Да. говорят. Да, А вот и в научной она как-то прям имеет какую-то отдельную этимологию, или это больше в обиходе бытовом? А вот всегда надо понимать, что когда мы говорим про какое-то слово, мы всегда должны договариваться, что это слово значит. Мгм. Потому что одно и то же слово в разные эпохи, в разных местах могло Контекст играть по-другому. да. разные значения иметь. Мгм. И поэтому люди могли путать очень Да. многие вещи. Фактически сарт — это социальное положение, то есть это горожанин. Почти Вау. все сарты, они, Волконский, получается? ну, с точки зрения... С точки Сейчас мы зрения современных... переиграем С точки все зрения моменты кыргызов, сарты. ну вот, например, все их Неоседлые, да, потомки, как бы? Да. не- все их потомки, которые живут в Бишкеке, они сарты, по сути. М, Ну, вот как бы Интересно получается. То есть сарт это означает социальное положение. социальное положение городского Да. типа человека, Ага. который живет в А городе. тогда почему, ну вот, южанам не нравится, когда их называют сартами? Потому что это оскорбительное слово. То есть считается, что сарт — это, смотрите, в этих всех централизиатских ханствах Мгм. сложилась такая ситуация. Было доминирующее аристократическое кочевое население, Мгм. которое было воинственным, фактически это были дворяне в кавычках, Мгм. которые могли там, реально кого-то грабить, кого-то что-то там деньги получать, участвовать в войнах, получать добычу. И были сарты, которые от всех страдали. То есть, как бы, и когда ты его называешь жертвой человека, Ну да, да, то есть то это есть как бы окей. ты его Ну да. принижаешь, хотя он себя Хотя- аристократом считает. Мгм. А, Интересно, это хорошо. получается, это для кочевников, если ты кочевник, это могло означать, что ты как бы человека принижаешь, да, из-за того, что ты его можешь ограбить в любой момент, забрать его скот, Ну, унести его скотину. да, даже вот у Чингисхана была такая ситуация.
был один карлукский правитель. Его звали Арслан, Арслан хан. Он, когда увидел его, он сказал: ты не лев, ты Сарт. Будешь, с этого времени будешь Сартактаем называться. Ну, Сартом стали Чингисхан выражать. сказал это Да, у него ему. имя такое, Арслан, Да. лев. Ага. А он говорит: да ты какой из тебя лев там, кошечка. Офигеть. Это дизмораль же жесткая получается же, да, по Ну да. человеку? То есть он таким образом ему мораль. Это буллинг. Жесткий буллинг. Я думаю, Ну, вы тогда скажете это то, было в что... норме. Я думаю, Чингисхан скажет, да как Арслан, да какой ты лев, ты просто тигр, типа, знаешь, типа того, типа. А вот тут он говорит, ты Сарт, короче. Да. Окей, то Ну, есть... Чингисхан, там у него много ситуаций А было. какие Человек еще был... были ситуации, интересно, вот если касаться нашего региона, вот как процессы при нем, когда империя застраивалась, строилась, расширялась, что происходило в Центральной Азии? Какие интересные факты мы знаем? Ну, при нем... Ну, на самом деле, это очень Очень сложная много, да? личность. На самом Ага. деле, я бы назвал Чингисхана эффективным менеджером. То есть он мог М. подбирать людей, таких, которые выполняли те действия, которые от него не ожидали. То Мгм. есть все, которые против него воевали, они его недооценивали. Считали, что ну, какой-то степняк что-то там придет, что-то повыделывается. Да, Мгм. воевали мы с Окей. такими степняками. Мгм. Они ничего А он делать не умеют. систему Города строил. брать не умеют, ничего Мгм. не умеют. А А. Чингисхан, например, он инженерные войска у себя сделал, которые Мгм. реально брали города. Почту То есть систему, да, когда к построил? Хорезмшахам они пришли, хорезмшахи думали, что они будут как кипчаки. Пришел, город не взял, ушел. А он пришел, и его инженеры давай там воду отводить от города. То есть это уже все. Они не ожидали от кочевников Мгм. такого. Мгм. Мгм. Плюс у него была своя система армии. То есть вот эти купцы, которые вечно были, у них же было две цели. Они были шпионами, с одной стороны, а с другой стороны, они сеяли панику. Они говорили, это психологическое оружие. Эти изверги, выходцы из ада, из Тартара, они сейчас придут, это бич Божий, они А. всех поубивают, это наказание вам за грехи. И люди вот как бы принимали это, и вот Дизмораль. это реально работало. То есть у него была чисто офигенная военная машина, Ух ты. Мгм. которая всех перемалывала фактически. По-другому, да, на Чингисхана смотришь, когда ты понимаешь, что он еще был очень крутым, не просто воинственным, он Да. же очень много интеллектуального уже труда, это в первую очередь стратегического. То есть он науку брал сразу же. А вот по языкам он был веротерпимым, насколько я знаю, да? Ну, Он... безусловно, зачем убивать налогоплательщиков? Как вы думаете? Не нужно. Мгм. Это только там другие люди будут, там, крестоносцы, там еще кто-нибудь. По сути, он свой Apple создал, да, в свое время, да, корпорацию, да, некую. Ну да, сетевой бизнес. Подпишись на монгольскую армию, да? Да, да. Типа, Получится. subscribe, да, subscribe to Empire. Да-да, и бонусом еще кого-нибудь. Да, очень интересно. Вау, мне А можно еще вопрос такой немного вне темы? В интернете регулярно, в Твиттере в частности, поднимаются периодически войны по поводу Кинисары. Мгм. Мгм. Это, наверное, наверное, камень преткновения Да, любого диспута. У нас, когда я захожу в ТикТок, комментарий какого-то видео, где, например, там кыргыз, да, поет, там есть такие классные, в ТикТоке мне нравится, там положительные комментарии в основном, типа «Казах Разбиртуган, Кыргызстан, салам из Казахстана» и так далее. Либо жесткие предъявы за Кинисары, вы нам ответите и так далее. да, причем это может быть и в сфере музыки, кино, неважно Да, чего. универсальный, Да, да, и такой? всегда вот какая-то такая ужасная изюминка, так, и Кенесары входит в Да. чат, да, вот такой вот. Как вот Происходит. мы можем ли какую-то сделать разъяснительную работу? Потому что у нас в школах обучают, что было нападение со стороны Кенисары, который зашел на территорию Кыргызстана, вырезал там пару сел, крызы объединились, дали отпор. В итоге он так нашел свою погибель здесь. А в Казахстане это воспринимается по-другому, как-то учат? Или... Смотрите, вот я сразу же везде говорю, что на самом деле есть два вида истории. История профессиональная, вот для этих мужиков, которые 5 человек, которые спорят о мелочах. И есть история национальная, Да, та, вот, которая преподается в национальную школах. расскажите. Мгм. И понимаете, да, если в профессиональной истории главное апеллировать к мозгу. Мгм. То есть Мгм. обязательно аргументы должны быть мозг. То есть ты не должен болеть за своих, ты Да. должен быть объективен максимально. Да. В Мгм. национальной истории мозги отключаются, там нужны эмоции. М. Наши великие против тех сволочей, как Мгм. говорится, и отбили все, или там Мгм. пострадали. Ну, короче, там все сразу черно-белая картинка становится. Мгм. В профессиональной истории картинка цветная. Мгм. В национальной истории картинка сразу становится черно-белой. И люди, которые ни черта не знают, не разбираются, они там начинают уже либо одну сторону топить, либо другую. Мгм. А на самом деле там все могло быть гораздо более прозаичней. Мгм. То есть поэтому как бы я не являюсь специалистом по Кинесары 19 века, обычно я до Мгм. 18 века все комментирую. Мгм. Мгм. Но по Кинесары просто скажу, что и в той, и в другой школе все это является продуктами национальной истории, где нужны Мгм. какие-то вот Мгм. общие вещи, которые будут формировать общественное мнение. Да, И поэтому это не является предметом профессиональной дискуссии, да. это является предметом для идеологии двух стран. Окей, то есть... Ну да, ну либо просто людям нравится драма.
Хлеба и Походу, зрелищ да, подавай, походу да, так и для есть, да. обсуждения, Ну, да. еще же голова же хранится, до сих пор непонятна голова, где именно, правильно же? Остается все еще непонятным же вопросом, Непонятно. да. В общем-то, если кто-то знает, напишите. Мне кажется, нужно вернуть, Ниже в потому что комментариях. мы не хотим, чтобы Кенисары был камнем преткновения. Потому что я был недавно, ну как недавно, в начале года в Меломане, и я зашел в отдел истории казахских авторов, и там книга была «Источник», рассказывающий историю Кенисары, записанные по Сына. воспоминаниям сына. Да. И там так прикольно описывается, что эта битва проходила в районе Токмака, как это все пред ночью, там все детали такие. Я такой подумал, вау, типа вообще по-другому, да, и сразу представляется история с Кинсары. То есть ты как бы прям видишь ее полноценно. А когда вот просто нам говорят, что вот был хан, который, ну, наш хан, который смог, Ормон хан, Мгм. дать отпор и так далее, а, у нас как бы предъява за то, что он нападает, а у казахов то, что мы его убили. Правильно же получается? И вот в идеологии как мы Ну, можем еще сделать у так? казахов есть предъява, что вот эти сволочи ушли, когда началась битва. То есть там Да, да, там конкретно, то батыры, да, есть, да. которые перешли на То есть сторону. это все уже чисто на эмоциях идет. То есть там люди, им без разницы до этого. Кенесары — это все такой канал, как это, инструмент канализирования своих эмоций. Да, То окей, есть окей. Ну, в общем-то, чисто ради эмоций, да, это Да, драма, да, из-за да. Ну драмы. да, и мне Любовь к кажется, драме. да. Окей, мы поняли. Прикольно было бы сделать, да, какой-нибудь сериал про Кенисары и показать с разных сторон его. я бы вообще снял бы больше сериал про его сына, Мгм. Сыздыка. Потому что вот это очень интересная личность, недооцененная. Расскажите о его То вкратце, есть он в представьте, Ташкент вот же. когда Кенесары умер, у его детей появился выбор: либо подчиниться Российской империи, либо продолжать вендетту отца. И человек всю жизнь воевал против Российской империи. Уходил, ну, у него такой был: если сейчас проиграет одно исламское государство, я уйду в следующее Мгм. и буду воевать. Он уходил в Восточный Туркестан, Ташкент оборонял, Бухарское ханстве тоже был. То есть он всю жизнь фактически пытался Боролся. продолжать дело отца. Как То есть наемник он военный был, да? Или в э, качестве кого он волонтер. Ну, М. то есть вот так. Ну и по сути, его жизнь слабо изучена, но она есть как бы меньше изучена, чем Кенисары, но она вот не менее интересная. То есть Мгм. человек всю жизнь положил на то, чтобы продолжить дело отца. И в конце концов, когда уже он уже постарел, и понял, что, ну, как бы тут уже Один в поле все-таки... воин. Да, и Да. тем более у него брат был родной, который жил уже в Российской империи. И он написал письмо там российскому генерал-губернатору, как бы за прошлые ошибки, как говорится, что снимать голову, как говорится. Вот я хочу закончить свою жизнь вместе рядом со своим братом. Можно ли там поселиться? Тот ему дал Добро. да, добро, и все, поселились. М. И вот это как бы интересно. То есть вообще на самом деле очень много всяких аспектов можно было бы вытащить на как бы первый план и показать. Потому что на самом деле что в Казахстане, что в Кыргызстане очень плохо с историей, с исторической наукой. Мгм. Мы просто, на самом деле, просто повторяем то, что было изучено в советское время. За годы независимости очень-очень мало что Да. нового мы получили. Ну и когда ты, мне кажется, все чаще разбираешься и ищешь что-то в архивах, ты понимаешь, что сейчас это будет сказано вне моих эмоций, да, там и моих какие-то предупреждения, возможно, будет и в моих, то, что как будто бы было все равно, там было и неинтересно, что у нас тут происходит, и не так важно в истории, поэтому Ты имеешь в виду, идеология советская так да, сделала? да, 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 да. И поэтому Да, мы имеем очень огромную такую паузу, Да. либо кусок такой оторванный, как будто бы вот тут ничего интересного в этих степях, горах, просто до свидания и все просто самое днем интересное свою. началось, когда Российская империя Империя помогла начала. этому народу встать на Да, ноги. Да, да, да. да, 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 Мгм. протянула свою руку помощи. Ну, тут обидно А немножко. вот чтобы это поменять, нужно, получается, больше исследований же делать. Да, и причем реально вкладываться в науку. Да. То есть в историческую науку, потому что на самом деле вот у нас тоже, наверное, было как в Кыргызстане такая вещь, что историческая наука, она слабеет. Ну, вообще это во всей Центральной Азии происходит. Да? Вот я в одну страну ездил, и там в одном институте зашел, и там люди, работающие в отделе средневековой истории, самый нижний возраст 55 лет. Ух. То есть младше нету. Мгм. Почему? Потому что как бы мало денег, не престижно. Да. Эти 55-летние, они и старше, которые есть, они просто привыкли. Для них это вот драйв. Да, Они там мгм. открывают что-то новое. Я хожу, там что-то новое открыл. Вот так. Фанаты, реально, Да. фанаты. Они больше не за денег, они вот просто из-за фанатизма. А молодым это неинтересно. Он придет, ему потом жена скажет: иди лучше рыбу продавай, чем это, как бы занимайся наукой. Мгм. То есть, и, конечно, человек быстро там поймет, что наука это не для денег. В таких странах. У нас в Казахстане последние 2 года ситуация меняется, начинается финансироваться наука лучше, потому что предыдущее это было нечто. То Мгм. есть там прям совсем плохо было с наукой, и как бы науку не ценили. Мгм. Я думаю, в Кыргызстане, наверное, тоже как ситуация, как в Казахстане до
Это, как говорится, Да, определенного меняется времени. потихоньку. Я слышал, что выделяет финансирование на какие-то Ну, периоды. я сама по себе девушка-романтик, я всегда верю в такое, что, ну, произойдет какая-то вспышка у молодежи, они уйдут в это высокое чувство патриотизма, когда они будут и финансировать, и сами как бы искать все пути чего-то нового, потому что это же наша родословная. Это вот, как говорится, да, Тамырыус Тартат, да, это наши корни всегда зовут. Я вот просто сколько Ну, жила за границей, но я понимаю, когда я просто наступаю на эти земли, мне хочется изучать, смотреть, почему мы такие классные, крутые, потому что даже когда Эрик предложил с вами поговорить, я говорю: у меня есть вопросы, я хочу познакомиться. Жаксылык, вот такой вот вам вопрос житейский. Если бы мы бы сейчас купили бы вам билет в ту страну, в которую вот вы хотите, какую страну вы бы выбрали бы? У вас есть на это 3 секунды. Раз, два, три. я назову топ-3. Это, на Окей. самом деле, наверное, Казань, Бишкек, Алматы. Окей, А, почему? а, Ну, Казань, во-первых, ага. конечно, это связано с тем, что я бы, если поехал, то я бы, скорее всего, поехал писать научные статьи. Мгм. То есть всегда лучше работать, вот когда вот в таком контексте работаешь. В отеле, ну, отели без разницы в каком городе, но как бы и в Алматы, и в Казани, и в Бишкеке мне, в принципе, приятно выходить, есть с кем встретиться, есть как Мгм. бы определенный нетворкинг, то есть ты и с одной стороны работаешь, то есть тебя никто не отвлекает сильно, но с другой стороны ты имеешь возможность встретиться с теми людьми, которых давно не видел. Мгм. Окей. Кстати, эта интеграция совместно с нашими друзьями Aviasales. Не просто так вопрос задаем. А второй вопрос: куда бы нам с Миришей порекомендовали поехать, исходя из тех мест, где вы были? Ну, вот я бы, наверное, рекомендовал вам поехать туда, где будут ваши генетические предки лежать. То есть на те Окей. раскопки, на которых есть. То есть, например, там, условно говоря, у части кыргызов можно отвезти на могилу царя Важан-2 в Туве. То есть там М. очень богатое захоронение, и он очень близок А, к части современных кыргызов. Либо другая часть, она может быть, это другое захоронение. То есть окей. в зависимости от вашего генетического результата я мог бы отвезти вас туда, Да. где лежат ваши предки. Жасылык, помимо всего ДНК, научного, вот, может, есть у вас какое-то другое хобби? Как вы отдыхаете? Ну вот помимо всего того, что потом, ну, как бы, допустим, Перезарядка да, мозга. перезарядка, да, какая-то, может, я не знаю, вы хоккеем увлекаетесь. Не знаю, Ну вот, шахматы. Сейчас у Ка меня есть идея, на самом деле, ну, вот как бы у меня появилась буквально, я вот один человек написал, я думал, сейчас встречусь, 20 минут поговорю и все, пока, как говорится. А потом немножко вот заразил, это настольные игры. Настольные Супер. игры, которые это вообще абсолютно большая индустрия, и у мгм. меня сейчас есть идеи определенные по поводу создания настольных игр по истории Казахстана. Ух Нет, ты, после гаплогрупп еще Кыргызстан же теперь надо делать. да. Все ради, да. Не, ну, это просто свободное Да, да, время, да, да, да. то есть как бы разгрузить мозг, Мгм, условно говоря. мгм, Супер. И настольные игры — это вот действительно та вещь, которая мне интересна. То есть там, с одной стороны, это есть какая-то своя коммерческая составляющая, с другой стороны, есть возможность просвещения. То мгм. Популяризация, есть, да? да, то есть если ты хочешь показать, как это было, то есть вот там есть настольные игры, например, «Цезарь», как он захватывал власть в Риме против Помпея. То есть другие куча настольных игр есть. То есть через настольные игры можно получить какое-то образование в сфере истории, то есть геймификация образования, условно говоря. Мгм. И вот у меня сейчас есть идея там разработать свою настольную игру по гражданской войне в Золотой Орде. Это вот Круто. «Игра престолов» такая золотоордынская была, Классно. когда просто за 20 лет 25 ханов погибло. То есть, Мгм. и Смута великая, да, да, какая-то? это замятня его Замятина. называют, да, Да. либо там кутерьма, там по-разному. То есть гражданская война, когда вот такая резня была. И вот по ней сделать хорошую, можно, настольную игру для того, чтобы показать, как это была игра за власть, сколько ханов сменилось. И там еще же была поддержка от беков, то есть какие-то князья Мгм. поддерживали. Мгм. То есть это все можно показать. Но я просто хотел бы часть этих игр, чтобы они помогли молодым людям понять, как проходила история в игровой форме. Потому что Мгм. Мгм. это легче для усвоения, чем когда тебе начинают нудно говорить, что вот это там, ну, как бы. И здесь мы с вами 100% согласны, что если мы хотим Да. молодежь как-то Привлечь. привлечь к этим, для них история это же капец скучное что-то. Учебник черно-белый, оценка, Мгм. отзубрить, сказать. И мы, если вы еще говорите, что целое поколение теряется историков, что Мгм. молодых мало, да, в Да-да. науке, то тогда мы должны как бы от обратного тоже подыграть интерес у широкой Да, общественности к абсолютно. истории, к каким-то современным интересным способам. Поэтому, если у вас выйдет эта игра, мы с Мекой сыграем ее Обязательно. обязательно. И Обязательно. будем знать, что там происходило в этой замятне. Беспредел, да, если Ну, говорить мне кажется, по-нашему. вам еще и свою можно разработать игру. То Да. есть там, Sounds like idea. да, потому что на самом деле история Кыргызстана, она очень интересная. То есть М. просто европейцы, они умеют подавать свою историю. Мы, к Мгм. сожалению, Как многие будто просто не знают ее, а те, кто знают, они как бы просто знают его таким скучным слогом. Мгм. Они не умеют как бы рассказывать
как это Вкусно. было. А если вот реально поднять, вот даже вот эту, взять Мажмот Таварих, сделать по ней Да. настольную игру. Как там резались в Монголистане разные фракции. То есть вот одна вот кыргызская фракция, кыргызско-аркинутская фракция, Мгм. другая дуглатовская фракция, третья это вот Мгм. эти чингизиды, Мгм. еще там внешние игроки играют, там золотоордынцы, Тамерлан, то есть и все это если Мгм. сделать, это была бы очень интересная настольная игра, могла бы быть. Да. Просто тут нужно все продумывать, механики, что это, как это будет делаться, ну и привлечь там тестировщиков. Ну, Мгм. очень Мгм. большой такой процесс. Потенциал огромный. Да, Жашлык очень интересно рассказывает о таких вещах, о которых я особо как бы не сильно увлекалась. И у меня почему-то такой в голове сейчас такой вопрос пришел. Если к вам подойдет режиссер и продюсер и даст, говорит, мы готовы по вашим рассказам там снять фильм, да, выберите какой-то эпизод, расскажите нам, давайте сделаем. О чем бы вы бы сняли? Ну, и либо о ком бы, либо о какой эпохе вы бы сняли бы В фильм? Казахстане мне интересны несколько персон, которые недооценены, про которых можно хороший фильм снять. Мгм. Берке. Берке – это первый правитель Золотой Орды, который принял ислам. То есть Мгм. интересная личность. У него мать Мгм. была из Хорезм-Шахов, то есть из агузов, бабушка была из кипчакских ханов, отец Джучи, то есть в нем 3 царских крови. И самое прикольное, он с детства исламом привлекался. И вот у него ситуация была как у вас. Свой среди чужих, Да, чужой среди своих. да. То есть для монголов он мусульманин, для мусульман он монгол. Монгол, ага. Как бы. И вот у него разрывается вот вся Мгм. эта жизнь. Он тайно исповедует ислам, потому что нельзя там как бы неприлично в Мгм. монгольском обществе быть мусульманином. И когда начинается распад Монгольской империи, он пытается ее сохранить, но когда она уже неизбежна, он принимает ислам публично, начинает союз с Египтом, и вот это все. И спасает Золотую Орду от вторжения. То есть Золотую Орду хотели поделить. Если бы не было Берке, не было бы Золотой Орды, не было бы казахов, наверное. Мгм. Ну, то есть это бы действительно так. Мгм. То есть это вот личность, которая вот очень большую роль сыграла в истории Золотой Орды. Она спасла Золотую Орду от распада, потому что ее хотели поделить. То есть вот это, и Берке. вот это сам Мгм. конфликт. То есть свой среди чужих, чужой среди Мгм. своих. То есть Мгм. ты растешь, и ты вот проживаешь всю эту монгольскую империю, и потом, в конце концов, выбираешь путь независимого государства, которое уже отдельно будет от всех. То есть, Трейлер я уже вижу. Да, Берке. да. Свой среди чужих. Чужой Ну, среди своих. да. Ну, второй, наверное, Жалантос Бахадур. Это вот очень интересный персонаж. Почему? Он одновременно казахско-узбекский. Даже, можно сказать, сначала узбекско-казахский. Потому что он, Ялантуш Бахадур, был правителем Самарканда. Мгм. Прозвище у него Жалантос или Ялантуш, это потому, что у него была голая грудь, в смысле в том, что он был бедняк, у которого не было Накрыть защиты. себя чем-то закрыть. Защиты. То есть он в бой шел вот с Без голой лака. грудью, условно говоря. И он сделал карьеру. Он фактически стал вторым человеком в ханстве бухарском. По богатству стал огромное богатство. Он воевал с Ираном, с Индией, с джунгарами и калмыками. То есть это у него целая география походов. Ему взятки предлагали там. Короче, жизнь очень-очень богатая. То есть из грязи в Вау. князи Мгм. выскочил. Ну, изначально он, конечно, воевал против казахов, но под конец жизни он уже стал правителем части младшего жуза среди казахов. Его кочевья там фиксировались русскими источниками. Соответственно, он защищал своих родственников, конечно, но и после его смерти вот эти его все алшины, его племя, оно ушло к казахам. Мгм. То есть, и вот это тоже интересная жизнь, потому что прожил он его долго и достойно. И причем есть еще источники про него, которые рассказывают, что вот он был мастером интриг. Ну, то есть, фактически, это, если вот взять «Игру престолов», это вот что-то смесь между Варисом и Мизинцем. Ух То ты. Ты есть, смотрела, да? Конечно. да, то Жё- есть это вот и интриган, и герой, и все Мгм. вместе взятое. И то есть, Мгм. и скоро ему, кстати, будет 450 лет. Кажется, в 28 году. Отличный повод начать Да. Да. съемки. То есть это было бы интересно про него снять, потому что вот действительно богатая жизнь, причем документально хорошо описанная. И То как его есть еще раз зовут? Жалантос Бахадур, Жалантос Бахадур. да. То есть, ну и Вау. причем он такой, ну, мне кажется, больше гуманист был, потому что вот смотрите, был такой случай, вообще в то время было очень престижно жениться на представителе рода Сиит Кужа. Мгм. То есть, ну, это потомки пророка Мухаммеда, это Мгм. было прикольно жениться. Хан один попытался так жениться, ему отказали. Он этого человека убил, насильно жену, ну, дочку взял в жены. Мгм. Жандос Бахадур, второй человек в государстве, приходит, просит, дайте мне вот жениться. Ему говорят, нет. Он уходит, ничего не делает. Мгм. Хотя, по идее, мне кажется, он как хан мог спокойно М. сделать то же самое, и ничего бы ему за это не было. Мгм. Мгм. Но беспредельничать ничего не стал. Нет так нет, как говорится. Дипломат. Ну, гуманист, как Гуманист. говорится. А если кыргызскую историю какого-то персонажа, вот кого вы знаете, как вы думаете, кто интересен был бы для экранизации? Я бы взял бы, вот, наверное, вот эту историю из Маджмуат Таварих. Возможно, не самого Манаса, а вот Анкатура. Мгм. Анкатура, по идее, у него несколько племен кыргызских, это его потомки. Я их имена не буду называть, там, в принципе, кто хочет, Маджмуат Таварих может посмотреть. У него хорошая, интересная жизнь. И причем, говорю, это жизнь, которая тоже хорошо задокументирована, и у него есть связи там с территорией. То есть у него очень хорошая жизнь, которую надо описывать. И кыргызы входили в его улус.
те же самые Адыгене, Тагай там и все остальные, они были его подчинении. Мгм. То Мгм. есть покажите эту историю, потому что она действительно это реальный источник. То есть и плюс, скорее всего, к сожалению, мы пока еще не дошли до этого. Мы когда-нибудь дойдем до исследований полных хромосом, Y-хромосом вот этих всех потомков этих людей. Скорее всего, я думаю, генетически это родство этих племен подтвердится и покажет, что этот возраст, который он реально был. Мгм. То есть, фактически киргизский санжара будет верифицированы с точки зрения генетики. Но для этого Мгм. нужно финансирование. В Круто. общем-то, получается, в науку, если вливать финансирование, то мы сможем открыть для себя очень много интересных фактов, которые позволят нам уже более понятным языком объяснить, откуда мы пришли, как мы Ну, появились. ну, не только понятным языком, мне кажется, мы сможем говорить фактами, Да. да? Да, то есть, например, вот наши исследования генетические, они уже там легко входят и в Википедию, и там та же американская фирма берет, показывает, если у тебя такая ДНК, она вписывает, вот, что вот ты потомок того-то. То есть Мгм. эти исследования, если они написаны в хороших научных журналах первого, второго квартиля, ну, там есть такое выражение, в баз данных Web of Мгм. Science или Scopus, то это легитимное знание научное, Мгм. которое проверено экспертами. Мгм. И если такое будет сделано для кыргызской истории, это будет хорошо, потому что сразу все эти критики, что вот у вас там мифы, легенды, санжира, это все будет отметено, потому что это будет проверено. Да, Окей. действительно, где-то может быть не совпасть, а где-то совпадет. Мгм. И будет верифицировано и доказано. Мгм. Ну, а сколько вот, сори, я буду задавать такие тупые вопросы, ну, просто чтобы знать, например, сколько нужно вливать в науку. Вот вы сказали про эту Это, книгу. это немного. То есть тут на самом деле и как бы не такие уж и большие деньги. Мне кажется, на некоторые тои у нас больше тратят и в Казахстане, и в Кыргызстане. Мгм. То есть это Мгм. вопрос просто целеполагания, то есть и понимания, кто это будет делать, и выстраивание сроков, и собирание команды. Ну, естественно, и желания, наверное, огромного тоже. Ну да, по Вы в сути. одном интервью, извиняюсь, вы сказали в одном интервью, что есть книга историка Кыргызского 25 года, который рассказывает Это казахского. начало 20 века. Историк. Вы говорите Кыргызский, про по-моему, художник, художник, говорю, историк, который написал историю Крыза на кыргызском языке, и она не переведена тоже. Белек Султаноев. Вот, да, эта книга. Он Что за книга? переведен с ошибками. Его нужно нормально переводить, с нормальными комментариями делать. Белек Султаноев фактически это очень важный историк. Для нас вот, это вариант типа Валиханова или Тынышпаева. То есть это громкое имя, которое на самом деле недооценено в Кыргызстане. То есть если его перевести, и причем, знаете, он не должен быть просто достоянием Кыргызстана. Он должен быть доступен всем другим нашим соседям, ну, вашим соседям, то есть, Мгм. условно говоря, чтобы его не читали и на русском, там, и на других языках, Мгм. потому что это тот последний слой традиционного общества, который был запечатлен этим человеком. Он говорил с теми людьми, которые были самими фигурами истории фактически. То М. есть которые помнили эту историю и Из как бы уста, да? были частью живой традиции. После этого живая традиция, она немножко стала отмирать. То есть, например, вот в Башкирии, например, Раиль Гумерович Кузеев, он, например, всех стариков смог объездить, после него старики все кончились. И все, что следующие старики были, это те люди, которые советски воспитанные были. И они М. уже Мгм. говорили не реальную живую традицию, Да. а школьную Советскую историю. идеологию свою. Ну да, школьную историю, которую они услышали, и еще там подворотные разговоры всякие. Вау. Как еще зовут Белек Султаноев? Султаноев, да. Его перевели частично, но я слышал критику своих кыргызских коллег. Я не берусь судить, но они говорят, что очень-очень много ошибок. При Мгм. переводе. Да. То есть там вот просто была такая же история, что нужно быстро перевести его, и Мгм. плевать на качество, главное быстро перевести. Ну и М. перевели и так. Мгм. Прикинь. Вау. У нас есть два огромных источника, которые не переведены качественно, и при этом мы же постоянно говорим, то, что история важна, там, Да. мы древний народ и так далее. Я вот о Белике Султанове, например, первый раз услышал о его книге, тоже в начале 20 века написано. Но в целом, если говорить обратно же простым языком, Мгм. ам, твой вопрос в самом начале был, да, крымско-казахские отношения. Вот Мгм. мне кажется, как будто у нас не хватает каких-то диалогов для того, чтобы просто поставить какую-то дипломатическую линию между вот этими идеологиями. Что кыргызская идеология в истории что-то там рассказывает, казахская что-то рассказывает. И на этом, на стыке этих идеологий происходят постоянные срачи. Вот регулярные срачи, да, мне кажется. Мы в данном случае просто хотим, наоборот, как бы Да, как-то, объединить. То да, есть мы чтобы всегда полную такие, картину да, дать. да, то, что Ну, для этого, наверное, нужны какие-то там, условно говоря, центральноазиатские конгрессы историков, там, культурологов. То есть какой-то вот раз в 2 года проводящийся в разных столицах,
где будут поровну участвовать все, и кыргызы, и казахи, и узбеки, Мгм. и те же таджики с туркменами. То есть, чтобы было какое-то равновесие, чтобы не казалось, что Да. мы сейчас кто-то кого-то перетягиваем. Да, потому что обычно за вот таким столом, где ты пьешь чай, всегда начинается, мы там казахи, мы такие, вау, потом кыргызы говорят, нет, вы наши братья, один ушел в степь, другой ушел в горы, потом такой, нет, вы от нас произошли. И это постоянно такая, ну, так скажем, народное, общее какое-то вот непонятное такое суждение. Международный суд. Да, и знаете, она абсолютно ни к чему не приводит, обычно ни к хорошему, ни к плохому, иногда даже дерутся по этому вопросу, да. Мне бы просто, наверное, хотелось бы так сказать, что зачем делиться вообще? Мы все классные, что кыргызы, что казахи. Да. И даже искать вот этот момент, вы даже когда сказали, что даже алтайцы к нам ближе, у меня же так, в смысле алтайцы ближе? Ну, казахи же ближе, вот, Да Кордай, самые же да. близкие. Зачем вы так же вслух говорите? Не, алтайцев тоже любим, уважаю, но казахов очень любим. Нет, здорово. Вообще очень классная беседа произошла. У меня сейчас Да, мозг вот просто разрывается. Мне кажется, мы отошли от всех наших вопросов да, у нас столько и на самом деле ушли. вопросов было. И я не знаю, мы можем все-таки Можем задать. вернуться? Да, Да, давай. мы можем задать их сейчас. Например, они могут отличаться. Вот есть понятие ориентализм. Да. И есть еще советская идеология. Мгм. Эти две вещи, которые точно повлияли там на наш взгляд Да. на историю. Как поменять эту ситуацию? Что нам с этим делать? Смотрите, тут как раз в чем проблема. Вот советские историки, они выстроили определенные такие, как называется, рамки, определенные дискурсы, которые описывают нашу историю. И проблема в чем? У нас, когда вот начинается такая, условно говоря, деколонизация, попытка выстроить свою версию истории, она обычно является такой детской. Вот там был минус, мы поставим плюс. То есть это очень легко. То есть это был отрицательный персонаж, сделаем положительным. Чтобы производить новые смыслы, для этого нужна большая интеллектуальная работа. Ее не Мгм. проводится. То есть, в принципе, и Кыргызстан, и, думаю, и Казахстан до определенного времени просто он шел по течению. Вот куда Мгм. течет река, туда он и плывет, Мгм. условно говоря, никакие усилия не прилагая. И это проблема. И тут нужно понимать условность этих всех моментов. То есть мы просто проблема в чем? Мы начинаем все эти вещи, которые вы учили в школе, считать вот за догмы. Это вот так было и так есть. Мгм. А по сути, начинаешь, если разбирать, вот, например, мы учим в школе караханиды. Они себя так не называли. Это слово выдумали в 19 веке. М. То есть они были карлуками, по сути. То есть, а мы учим, вот один историк в 19 веке это придумал, а мы повторяем за ним. Мгм. По идее, нужно от этого отказываться, потому что, ну, как бы, как это получается? Вот они приняли ислам и стали караханидами сразу. Мгм. Ну, это то же самое, что сказать, что Кыргызстана было два. Один Акаевский, а другой уже следующий после него. То есть это одна страна, не надо ее Да, делить, как да, условно да, говоря. да. И это вот такая дефрагментация истории, редуцирование ее. Мгм. Она чем плоха? Она, во-первых, создает мешанину. Ты не воспринимаешь это как цельный объект большой. Мгм. Ты видишь, что там 5-6 кусочков нарезали, и тебе уже просто неохота, тебе лень рационально там разбираться. А если ты показываешь, что вот все они потомки карлукского Джабгу Кюль-Кадыра, который начал в Таразе, то все, это легко история, это цельная история. А по ходу вот у нас она на 4 части поделена. Сначала карлуки, потом караханиды еще распались на 2 части, и это 4 государства. Мгм. Хотя это не Мгм. 4 государства, это одна династия даже, условно говоря. Мгм. Это одно государство. То же самое там, условно говоря, с Харизм Шахами у нас. То есть не надо вот это все, от этих советских парадигм надо избавляться. То же самое государство кочевых узбеков. То есть это в 65 году придумал Бурей Ахмед Шахмедов. Чисто для своих целей. Ну, как бы вот, а у нас это в школьных учебниках написано. То есть это вообще конструкция, которая как бы... То есть Мгм. получается, как бы было государство, был хан Абулхаир, вот при нем это государство создалось, после него оно распалось. А там ничего не поменялось. Он был просто один из ханов Мгм. Улуса Джучи. Мгм. То есть, а вот эти все дискурсы, нарезанные в советское время, они просто сидят в голове у людей. Мгм. А по идее, ну, от них нужно отказываться, потому что они не научные, их уже давно опровергли. Во-вторых, они просто мешают восприятию истории. Мгм. Если у вас вот такая дефрагментированная история, получается, у вас как бы нету порядка в голове. Просто пример приведу. Смотрите, когда в Китае или в России меняется династия, это просто изменение династии. Была династия Цинь, стала династия Хань. Были Рюриковичи, стали Романовы. Никто не говорит, что там была смена государства. Мгм. Вот было государство, потом новое государство, потому что новая династия. У нас же что? У нас был тюркский каганат, потом появился тюргешский каганат, западно-тюркский, Да. потом тюргешский, потом Мгм. карлукский. Слушайте, это просто изменилась династия. Правящий класс изменился. Население осталось то же, территория осталась та же. Мгм. Зачем вы делаете, дефрагментируете так историю?
Вы просто ее режете на части, чтобы она не воспринималась нормально. Мгм. По сути, поменялась династия. Содержание осталось то же То же самое. самое. То есть почему мы должны вот эту всю историю нашу резать, в то время, там, как в Китае или в России, это цельная история, Мгм. которая правильно написана, в принципе. И это тоже нужно воспринять как цельное. Мгм. А не так, что пришли, целое государство поменялось, потому что вот династия поменялась. Это делалось намеренно же, правильно? Чтобы мы как бы сейчас не разбираем свою историю из-за Это каких-то я бы не организаций. сказал, что есть какой-то заговор и намеренность сделать. Это просто называется, как это называется, а, Халатное отношение. да, вот. Автономный беспредел ученых. Вот каждому ученому охота вот как быть главным изучателем вот этого Мгм. государства. Хотя это не так, это не государство, это просто династия была. А какие самые основные мифы в советской историографии или вообще в целом учебников, которые вот сразу же нужно точно менять, чтобы убрать из головы там, школьника эти мифы, которые потом у него заседают? Самые основные есть какие-то? Я не знаю насчет Кыргызстана. Вот у меня тут как бы степень квалификации низкая. Я не знаю, какие у вас мифы доминируют. Про Казахстан. Вот в Про школе. Казахстан, ой, хватает там. Ну, во-первых, у нас изъяли же Золотую Орду, как бы из оборота, и фактически у нас история была написана в рамках. Вот смотрите, у нас был Чукан Валиханов. Это Мгм. человек, который обогнал свое время. Мгм. Это был вот реально выдающийся человек. Он был золотая молодежь. Фактически он как Тимати, условно говоря. Мгм. Мгм. Ходил по балам, развлекался там, получал, но, с другой стороны, он пахал. И Мгм. вот он до 30 лет написал огромное количество трудов, то есть пятитомник, там может быть 6 томов. И фактически эти 6 томов, это до сих пор все ссылаются. Это огромный труд до 30 лет созданный. И вот мне ваш один кыргызский коллега рассказывал историю, как он приехал как бы в Казахстан в 80-х годах, и там у нас был такой Альке Мургал, он ругал своего аспиранта, говорил: смотри, тебе 32 года, ты еще диссертацию не написал. Чукан Валиханов до 30 лет уже 5 томов написал, а ты не сделал. Да. Да. Он же рано ушел еще в Да, 30 до с 30 чем-то. лет, Да. представьте, да. И он очень много сделал. И самый прикол, он обогнал современную историю Казахстана. Мгм. Он писал, это самая главная ошибка нашей истории. Не надо воспринимать понятие Акорда, Золотая Орда, там, Окогорда как название государств. Это всего лишь ставки. А у нас до сих пор в школьных учебниках пишется, что это государство. Ох. То есть мы идем в плену парадигмы австрийского ученого Хаммера Пургшталя, не замечая свой бриллиант, который, на самом деле, еще в 19 веке всю эту концепцию разбил нафиг. Мгм. То есть, поэтому вот эти люди, которые недооцененные, это действительно вещи. Ну, Валиханов это, конечно, метеор. Если бы он прожил бы хотя бы 50-60 лет, мы бы гораздо Вот больше да, имели. да. А он всего 30 лет прожил и такой огромный массив сделал. Я вообще был в афиге, когда увидел его фотку с Достоевским, да, с которым он был в переписке постоянной, с которым они встречались. Ну, в смысле, виделись несколько раз. В Петербург он приезжал. И чем Валиханов интересен, я прочитал его книгу «Странственный Сыкуль», Мгм. где он описывает свою встречу с баем племени Бугу, Мгм. Боромбай Бием. А я с племени Бугу. Мгм. И он, что меня удивило в его описании, во-первых, слог очень интересно пишет, не просто так, что это прям путешественник описывает свой опыт. И он рассказывает о таком случае, что вот он приезжает в Баю, и самый главный человек в племени, самый богатый, да, казалось бы. И он написано, он заходит к нему в юрту и понимает, что, в принципе, юрта ничем не отличается от юрта обычного кыргыза, кроме того, что, может быть, у него там больше тощеков и там больше рубах, да, там две рубахи, да, например, скажем. То есть между самым богатым человеком и обычным вот была какая-то, не было разрыва жесткого. То есть по быту, по образу жизни, вот он как наравне с народом живет, он Да-да. так наравне живет. И то, что сегодня мы видим модель, вот эту дикую разницу там в богатстве, у власти внутри страны, и это поражает очень сильно, когда ты понимаешь, ого, глава жил абсолютно так же, как и его народ, и это описывается документально. Или там он описывает случай о мажорах казахских, Мгм. что они прискакивали в село Мгм. полностью в одежде огромной, большой, да, может, вы слышали. Чувак одевает на себя богатое убранство, лошадь делает тоже в золоте, прискакивает на заре в село, где живет девушка, которая ему понравилась. В центр аила, то есть аула, вбивает свою, ну, забивает, забивает, говорю, пришвартовывается, ложится на землю и, получается, весь день лежит вот так вот. И к нему никто не подойдет, потому что увидит, что какой-то состоятельный парень в богатой одежде лежит. И к вечеру, к сумеркам, девушки незамужние подходят к нему, полностью берут сбрую, все золотые эти, и берут его за руки, несут в юрту, его там, получается, дают еду ему, забирает у него потом одежду. Это все одежда, убранство распределяется между ними, а он потом всю ночь находится в этой юрте,
кайфуя, наверное, ради чего он туда приехал. И на Почему утро без почему задержки... неловко? Я, И к на утро без сожалению, задержек... такой отрывок не Он, помню он пишет, почему-то. и на утро он без ничего абсолютно возвращается Ага. себе до рассвета, возвращается, скачет себе в аил, чтобы потом снова отцовское богатство вот так вот просадить. Прикиньте, в Вот, то время к он описывал сожалению, я мажоров. такого не помню. Может быть, там это и есть, но я, наверное, не все читал. Да, это такие интересные были заметки Валиханова. И вот когда он описывает кыргызов о том, что у каждого кыргыз у своей юрты держал копье, Мгм. что если там в случае какой-то они быстро мобилизовываются и Мгм. находятся. А у казахов, по-моему, это не было копья да, регулярно, постоянно, да, что М. стояло у юрты. Вот я где-то такое читал, что... Так, это вот вопрос такой. Я тут, мне кажется, не особо По ДНК, разбираюсь. Валиахану ДНК. И давайте поговорим про его ДНК, такая даже штука. Кстати, его же... А вообще, как вот происходит эксгумация таких вот... Какое отношение к эксгумациям вот таких больших Или исторических звезды. личностей? Ну, смотрите, как бы у нас есть некоторый, как бы, хейт в сторону там Валиханова, там Алтынсарина, тех людей, которые служили типа Российской империи. Вот они то были, эти Мгм. Саткыны, там еще что-нибудь. Ну, как бы хейт, мне кажется, незаслуженный. Во многом, если бы не Валиханов, то на самом деле много что не было бы сохранено. То есть, и как Мгм. бы не надо... То есть, когда ты ставишь себя, то есть говоришь о какой-то эпохе, надо ставить себя на место той эпохи. Это мы сейчас вот в свободном обществе можем делать, что хочешь, и говорить, что хочешь. А тогда это И было на то не самом деле всегда. не совсем, да, Мгм. и то, да. Социальное давление всегда есть, Да. как говорится. А тогда были совсем другие условия, то есть и жизнь была совсем другая. Просто Валиханов, он как бы, ему повезло, он жил среди двух миров. То есть среди традиционного казахского и среди вот Российской империи. Мгм. То есть он там где только не был там, условно говоря. М. Поэтому, вот действительно метеор, который очень-очень много зафиксировал. Мгм. И если бы его не было, это было бы вообще очень плохо для всех, и в том числе для кыргызов. Мгм. Он же впервые эпос Манас тоже записал. Мгм. То есть, много что сделал, в принципе, до 30 лет. Да. Чокан Валиханов. У нас же есть памятник еще Мухтару Ауэзову. Мгм. Что интересно, Валиханов тоже одним из первых записал эпос Манас. Мгм. Часть, правда, письменно. Мгм. Потом Мухтар Ауэзов в свое время Мгм. принимался за перевод. Мгм. И получается, в 16 веке, вы говорите, упоминание, да, вот это есть. В Радлов, 16 веке написана Омана, рукопись. да, О опись. Манасе, О не об Манасе. эпосе. Да, рукопись сама. Рукописям, То да. есть она фиксирует события раньше. А какого примерно пишет события века? Ну, конец 14-го, начало 15-го. Окей, хорошо, 14-15 век. А есть ли какие-то еще люди в истории Казахстана, где вот кыргыз принял какую-то интересную знаменательную роль сыграл в истории Казахстана, к примеру? Кыргыз, Ну, как Чокан историк Валиханов, Казахстана. да, записал, там странствие было о иссыкульских кыргызах, быт описал, да? Мгм. Были ли просто какие-то интересные персонажи в истории Казахстана, которые вот являются кыргызами? Ну, вот мне интересна вот как раз, ситуация с Сисимханом и Кокумбием. Знаете, да, Кокумби? Нет, я не знаю, Кукумбей. То Знаешь? есть это был как бы, скорее всего, в то время он был главный правитель кыргызов. Тогда кыргызы входили в состав Казахского ханства, Мгм. и у него даже там, он участвовал в разгроме катаганов в Ташкенте, и как бы ему там даже как бы выдали какую-то часть награды, условно говоря. Мгм. И плюс еще там всякие эти, там говорят, построили мечеть, что ли, вроде в честь него там. М. В принципе, известный персонаж. Ну, то есть, вот он сыграл большую роль интересную. То есть, на самом деле, там надо смотреть дальнейшую эпоху. Мне вот тоже интересно, вот у нас есть даже вот эти, был Акын из рода Кыргыз, то есть, ну, про него коллега писал, ну, ладно, это можно попозже. Ну, честно, сейчас трудно мне вспомнить. Мгм. Ну, мне кажется, вот самая интересная как раз эпоха, это вот как раз эпоха Манаса. Потому что половина из Кырык-Чуро Манаса — Мгм. это люди, которые имеют отношение к казахам. Мгм. М. То есть, вот, условно говоря, а, там вот этот Карахуджа Аргын, представители рода Алшин, их там 5-6 человек, вот которых мой Мгм. коллега выяснил. Это вот предки казахских родов. То есть там предки у казахских уаков тоже есть, там Еркокше, Еркусай, Еркушой у вас. А у Мгм. нас он Еркокше, Мгм. Еркусай. Еркусай — Мгм. это Еркушой. И еще другие люди. Это все люди, которые дружили с Манасом. Ну, вот они были предками наших казахских родов. Мгм. М. И вот это самое интересное. Вот именно вот та эпоха, наверное, хорошо описана, ну, во многом из-за Маджму ат-Таварих и самого эпоса Манас. Мгм. Потому что в эпосе Манас очень много сведений, которые недооценены. Мгм. То есть, и вот эта эпоха, мне кажется, очень важна. И вот эти люди, которые там есть, это вот они играли какую-то определенную роль. Окей. У нас в советское время люди, которые изучали Манас, отец вот Мара Байджиева, их в тюрьму садили за то, что они как бы предлагали свои трактовки, изучения и так далее. То есть в
ну, советский период относился как бы как вот к националистам любые темы, Да, которые да, там да. поднимают, да, всю эту историю. И вот сейчас какая-то похожая история происходит, что если мы там пытаемся что-то разобраться в чем-то, и там это не сходится там с какой-то официальной версией, то это сразу ставится под сомнение. Хотя мы говорим о том, что вся текущая история состоит из фрагментов, там халатное отношение где-то недоперевели, где-то Где-то лень. где-то развелся человек, там еще что-то произошло. И вот ввиду этой ситуации, конечно, мне кажется, очень важно просто популяризировать такие как бы Да, темы, чтобы да, люди... ну, поднимать вопросы, спрашивать, узнавать, Мгм. собирать все это в... Вот сейчас в моей голове это как пазл. Вот вы сейчас что-то сказали, тут сказали, окей. И вот хочется, чтобы даже люди, которые сейчас посмотрят, да, наше интервью, нашу беседу, тоже внесли в какую-то свою лепту, Да. попытались что-то узнать. Если вам интересно, оставляйте, еще пишите в комментариях. Даже если где-то вы думаете, что мы не правы, здесь гость не прав. Я шучу, шучу. Можно добавить, Да, если вы хотите помочь генетическому да, проекту кыргызов, да, пожалуйста, по ссылке, которую я вам скину, окей. протестируйтесь. Да, Отлично. То протестируйте, есть тут нет абсолютно. никакого коммерческого интереса, это чисто вы внесете своим тестом вклад Супер. в изучение как бы ДНК Отлично, кыргызов. Нам нужно, отлично. чтобы все племена, представители под каждому Да. племени, да, желательно, Мгм. сдал ДНК. У нас Мгм. будет такой челлендж, ребят. Если мы соберем все 40 племен, то это будет облегчить задачу в изучении И этногенеза. можем с вами Да. снять фильм «Генетическая история кыргызов». Вау! Я думаю, что Netflix плачет по Жаксылыку. Он Да. просит Да не. рекомендаций. Стивен Спилберг, call me. И вот last, вот мы здесь находимся в исторической... Кстати, хочу поблагодарить Да, исторический музей, спасибо Национальный большое. исторический музей. Спасибо огромное, Чон Рахмат, за то, что вы дали нам возможность снять в таком классном месте. Еще спасибо ребятам из Добсёс, которые любезно поделились и свели нас с Жаксылыком. Мы находимся в таком главном месте. Здесь вот у нас руническая письменность, верховно-енисейская письменность, да, вот она Да, здесь это очень написано. так Мы символически. затронули самую интересную тему, давай коснемся Ага. все-таки. Великий кыргызский каганат. Вот он называется, мы все знаем, 2 века была огромная территория. Она занимала там, ну, прям внушительную территорию. Вот вы можете рассказать про этот период каганата? Что на тот момент происходило? Ну, давайте так. Я просто сразу скажу, что это не является сферой моей профессиональных Да, да. интересов, поэтому я тут очень трудно могу что-то сказать. Но я Мгм. могу сказать некоторые вещи, которые касаются Мгм. кыргызов. Ну, например, вот самый интересный момент же а, про влияние кыргызов и как они вот на Алтай попали. То Мгм. есть разные версии. Тот говорит, что они просто с Енисейского, с Енисея ушли сразу в Восточный Туркестан, а потом на Тяньшань. А есть еще такая версия о том, что они все-таки на Алтае очень большую роль прожили долгое время, смешались там, условно говоря, с кипчаками, найманами и другими племенами, плюс еще могулы, и после этого они уже оказались здесь. Мгм. Ну и тут как раз-таки интересно вот проникновение кыргызов на территорию вот и Казахстана, и Кыргызстана пораньше. Кыргызский каганат не моя специализация, но моя специализация — это кемахский каганат. Мгм. И в кемахском каганате очень интересно было то, что тоже вот, это когда вот есть два источника, которые друг другу противоречат, это очень красиво, потому что ты видишь картину двумя разных Мгм. лагерей, и ты можешь примерно понимать, как Сопоставить. это было. И вот есть два источника по поводу кемахского каганата. Один источник — это царевич кемахского каганата, который пишет, условно говоря, так, дает официальную точку зрения. Мгм. Все мы единая держава, у нас тут 16 городов, мы крутые, вообще единые, и все. Мгм. Как бы. А есть там Худут Алалам, источник, который описывает жизнь глазами купцов, там каких-то людей. И они говорят, что вот есть, конечно, кимаки, говорят, но там есть 3 области. Одна область, где живут кипчаки, они обычаями похожи на агузов, то есть уже отличие. Есть коренная Кимахская область, есть область, которую называли там Каркарахан, или некоторые говорят, что это Гиргир, скорее всего, это Тарбакатай. И там говорят, там живут кимаки, похожие на кыргызов обычаями. То есть, безусловно, скорее всего, эти люди, они были как бы, скорее всего, уже смесью каких-то кипчакско-кимахских племен вместе с кыргызами. То Мгм. есть, правда, непонятно, куда они делись впоследствии, но считайте, вот эту часть они уже занимали очень территорию, близкую к современному Кыргызстану. Мгм. То есть, ну, просто тут вопрос еще дискуссионный. Тут на самом деле просто проблема в чем? У нас историков по Средневековью из-за советского времени, вот все как бы люди, которые занимались Средневековьем, это было опасно. Тебе лучше писать про пятую пятилетку, это сахарную промышленность пятой Мгм. Мгм. пятилетки. Это безопасно, тебя никто в национализме не обвинит.
А если ты средневековьем занимаешься, тебя могут, тем более, если ты кыргыз, еще средневековьем Тюрьму занимаешься, посадить. все, ты можешь получить там как бы удар в печень, как говорится. Поэтому вот это проблема. И получается, у нас, у историков, в чем проблема? Это все инерция советской эпохи, она влияет до сих пор. Мгм. Получается, нету новых молодых, которые могут это все хорошо разобрать Мгм. и на хорошем уровне, который мог бы соперничать с российским уровнем. То Мгм. есть, и, соответственно, вот это создает большую проблему. Мы благодарим вас за то, что вы нашли время, пришли к Да. нам. Спасибо еще раз Историческому музею национальному, спасибо ребятам из съемочной команды всей. Да. Спасибо, Мег, и привет еще раз ребятам из Добсос за то, что свели нас с ребятами и с Жаксылыком. Да. Я очень надеюсь, что вы очень рады встрече, ведь сегодня мы выяснили, что вы официально кыргыз. ДНК Мне об этом свидетельство не говорит. выдали. Мы официально вам выдаем Исправим. гражданство, вам решаем уже, делаем, да? Да. Мы на самом деле не просто так вас, да, мы вас вербуем в штат. Да, потому что я больше специализируюсь в казахской теме, мы Да, такие: да, да. "Слухай, Все, ладно". теперь у нас будет еще один Нет, здорово, крутой да, историк. действительно. Спасибо вам большое, беседа была очень интересная. Мы с Эриком максимально пытались сделать для нашего зрителя, наверное, доступным, потому что, я еще раз повторюсь, у вас очень классное интервью, но они такие, как будто бы для узкого населения, да, вот для тех, кто действительно изучает очень сильно и ДНК, и м, историю, и именно это 16 век, да, там именно там Золотарь, да, все, что происходило до, а нам было интересно поговорить с вами вне формата. Поэтому спасибо вам большое, Жаксылык, что уделили нам время. Приезжайте к нам чаще. Пусть у нас много курултаев проходит здесь, которые вы посещаете. Мы Да. всегда рады вам. Вам спасибо за приглашение. Да, да, спасибо. Казах Рызбир туган.